Россия не допустила адвоката к гражданину Украины, крымчанину Александру Кольченко. Защитник Светлана Сидоркина с таким сталкивается впервые. Почему ее не пустили, в нашем сюжете. Адвоката Светлану Сидоркину не пустили на свидание к своему подзащитному. Она проехала 1500 километров, чтобы увидеться с Александром Кольченко, которого Россия осудила на 10 лет. Отказ считает незаконным, поскольку адвокат имеет право встретиться со своим клиентом в любое время. Мне не удалось вчера попасть к Александру в СИЗО. Официальная мотивировка, почему я вчера была не допущена в СИЗО, в 4 города Ростова-на-Дону, обусловлена тем, что со слов сотрудников СИЗО вчера был следственный день и не было свободных кабинетов. К сожалению, у нас в СИЗО, которые подведомственны ФСБ, что называется, закон не писан, и они поступают так, как они считают нужным поступить. Кольченко осудили как россиянина, хотя он себя таковым не признает, считает себя украинцем. Адвокат в последний раз видела его месяц назад. С питанием в Ростове-на-Дону плохо. И поэтому сейчас Саша похудел, а во всем остальном все нормально по состоянию здоровья. Вот эта сила духа, она у них есть благодаря именно поддержке общественности. Стихи Леси Украинки читает и с родным языком не теряет связи. То есть постоянно у него потребность в том, чтобы поддерживать на таком ментальном уровне свою родину. Всех неравнодушных к судьбе кремлевских политзаключенных просят их поддержать. Самое важное для них – получать новости с воли. Просят избегать прямых политических лозунгов. Кілька слів підтримки, вони дуже важливі. І для нього, і для Олега Сенцова, і для Геннадія Афанасьєва. Писати бажано російською мовою – це вимоги системи СІЗО, власне кажучи, інакше можуть просто не пропустити листа. Уникати прямих політичних гасел і закликів. В даному разі маю на увазі передусім Крим – це Україна. 25 августа Северокавказский военный суд Ростова приговорил граждан Украины Олега Сенцова к 20 и Александра Кольченко к 10 годам лишения свободы. 24 января Верховный суд Российской Федерации рассмотрит апелляционные жалобы украинцев. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТМ.